Если... Не мешайся смотреть. Подпевайте, подпевайте. По французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачешь, милые друзья, горькими слезами на прощание пожмем мы друг другу руки и покинет отчий дом. Ученик науки, вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верить день придет, когда свидимся мы снова всех вместе. Соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если те профессора, что студентов учат, коренные школяра, насмерть не замучат, если насмерть не убьют, на хмельной пирожке обязательно вернусь. Вам, друзья, подружки, подстаю, держу весло, через миг отчаль, как бедной свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Да помню. Я говорю, учить меня. Нет, тебя. Парень. А я физика, узнаю о походке. Владимир, барышня. Он носит пиво в рюкзаке. На лапы он ходит как попало. Кто поет? На лекции не ходит он вообще. Работы никакой он не боится. Он знает этот легкий интеграл. Финансы не дают ему напиться, а так бы он давно уже упал. Родной не дает ему полставки, в ответ не проблемы он дает. И с неразлучным спекулянтом Славкой он синхрофазотрончик продает. Он ненавидит побережье Крыма, причина есть, там не был никогда. И жизнь красивая проходит мимо. Повестка, сапоги, караганда. Я говорю, учить меня. В науке сегодняшнее дело нечисто, на всех дилетантов не хватит оков. Полно социологов, экономистов, но физика это не для дураков. Пусть гуманитарии кроют нас матом и хвалят свой вакуум ценных идей, но это ведь мы расфигачили атом и в космос отправили первых людей. Пусть химики пьют этанол из пробирок, биологи режут лягушек и крыс. Мы физики, мы познаем тайны мира и в этом находим особенность.
подлинный смысл, и нам не позволят подохнуть со скуки. Земля, микромир и вселенной просторы. У физиков очень умелые руки, у физиков самые мощные приборы. У физиков очень умелые руки, у физиков самые мощные приборы. В науке, увы, с каждым годом труднее работать на совесть и на интерес. Мы физики, мы однозначно умеем своим раздолбайством подвинуть прогресс. И как демонстрирует жизненный опыт, в одном не идет, значит выйдет в другом. Пусть в лабораториях нет микроскопов, зато на коллайдере жизнь бьет ключом. Науку засунули в черные дыры, политики твари, им жалко бабла, и впору столкнуть этот мир с антимиром. Но мы изучаем такие тела, и наши открытия — это не глюки. Мы будем бороться, искать до упора. У физиков очень умелые руки, у физиков самые мощные приборы. У физиков очень умелые руки, у физиков самые мощные приборы. Казалось бы, нафиг ловить бесконечность, но все не так просто, как кажется вам. Наука и техника дружат извечно, и мы позволяем сбываться мечтам. Ведь с нашей-то помощью в каждой квартире есть свет, телефон, телевизор и газ. Философы самые умные в мире, но кто бы еще изобрел унитаз? Хоть я не Ландау, не Бор, не Капица, и черт знает где переломный момент, но это не повод к тому, чтоб напиться, а повод продолжить наш эксперимент. Ведь лучше, чем физика, нету науки. Пора прекратить эти глупые споры. У физиков очень умелые руки, у физиков самые мощные приборы. Я говорю, учить ходят. Да, почти. После школы я сразу поступил в институт. Поселили меня в общежитии тут. Про общагу я вам хочу рассказать. Расскажу все как есть. Как же хочется жрать. В подвале есть душ, воды только нет. Там шифер хранится и старый мопед. В общаге весело очень, можно песни орать. Здесь друзья у меня, но всем хочется жрать. Есть девчонки у нас, с ними ходим гулять. Провожаем до дому, у них есть что пожрать. И науку мне трудно воспринимать, потому что все время мне хочется. Нет, не жрать, мне хочется спать. Жрать и спать, жрать и спать. Хочу каждый момент. Я типичный российский общажный студент. Я говорю, учить ходят. Да, почти. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите там, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет, заплесневить картофель на корню, значит, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее навять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм, а то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режьте, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрите, анхидрит, садитесь вон в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременить. Значит, автобусом так к Тамбову подъезжаем, а там рысцой
картошку всем уважает. Не беда, что мы разные стороны, уезжаем сегодня с тобой. Строй отряд — это сила и молодость, это наш авангард боевой. Пусть ветер в лицо, в каскад парусов, рассвета лучи закалом пластовой пути. А? Прощай, дальний путь, дороги зовут. Смотри, не подкачай, там вдалеке наш институт. Ребята, давайте жить дружно. Аудитория будет. Еще и Лёва есть. Не только старый. Солдат. Гуляшев Вячеслав Тимофеевич впереди был. Полищук, что ли, где-то? Вон наш телевизор. 132, значит, на третьем курсе. Сейчас такой соложенный был, ну, в смысле, вот, посылок последней фотки. А где сейчас Полищук? Он в городе. Против с ним общается. Они вместе на рыбалку с Володей ездят. Свет на Печору. Свет, видишь себя?